Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух. Потомок посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам, выдающийся ученый-богослов, совершенный шейх накшбандийской и кадирийской ветвей суфизма, духовный преемник шейха Мухаммада Али-Раги, духовный наставник имамов Хаджи Мухаммада и Шамиля, шейх Джамалдин Аль-Казикумухи родился в 1788 году в селении Казикумух нынешнего Лакского района. По другой, менее достоверной версии, шейх родился в 1792 году. Благословенная родословная шейха Казикумухского восходит к нашему господину Хусейну, ради Аллаху анху, к сыну Али ибн Аби Талиба и Фатимы аз-Захри, дочери посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам. И поэтому к его имени добавляют почетный титул Ас-Саид, что означает, что он из потомства пророка, или же к концу имени добавляют Ниспу Аль-Хусейни, указывающую на то, что он ведет свою родословную от Хусейна, ради Аллаху анху. Отца Джамалдина звали Маккабудда, сын Батыра Хаджи. Отец шейха приложил все усилия для благочестивого воспитания своего сына, который получил блестящее образование для своего времени. Будущий шейх учился у выдающихся богословов своей эпохи и сам также стал крупным ученым-богословом и шейхом, который занимал видное место в духовной жизни нашей республики. Шейх Джамалдин получил образование в ряде сел Северного Кавказа. Впоследствии, когда переселился в Османский халифат, усовершенствовал знания уже в халифате. Исследователи жизни шейха отмечают, что Джамалдин знал несколько дагестанских языков, что впоследствии помогало ему общаться с посетителями на их родном языке. И помимо этого он знал арабский, персидский и тюркский языки. Сын шейха Джамалдина Абдурахман в книге Тазкират пишет, что отец в молодости, еще до вступления в тарикат, служил делопроизводителем у Аслан-хана, одного из правителей Казикумуха, назначенного российским государством правителем Кюринского ханства. И Джамалдин пользовался у него почетом и большим уважением. Дело продолжалось так, пока он не познакомился с шейхом Мухаммадом Али-Раги. Завещаю тебе в совершенстве придерживаться тонкостей и важных предписаний шариата путем их скрупулезного соблюдения в основных и второстепенных вопросах с преобладанием верослужения над мирскими заботами. Завещаю постоянно придерживаться муракабы, известной истинным шейхам периода времени, а также постоянно поминать и размышлять о качествах милостивого Аллаха. Завещаю любить истинных шейхов и искать их духовный свет, познания Творца Файз, прибегая к посредничеству наставника. Тебе надлежит проявлять терпение, придерживаясь сунны и доводов аята и припоручая свое дело Создателю всех творений. То есть в завещании Мухаммад Али-Раги подчеркивает основные моменты, основные принципы и ценности суфизма, необходимость придерживаться велений Всевышнего Аллаха, придерживаться чистой сунны, необходимость переносить вред, исходящий от людей, не отвечать им злом на зло и так далее. Это завещание приводит сам шейх Джамалдин и пишет, что это первое завещание, которое мне оставил мой господин шейх Мухаммад Али-Раги в первую ночь, когда я дал ему обет, и да поможет мне Всевышний Аллах оберегать данный ему обет и претворять в жизнь его завещание. В одном из своих писем шейх Джамалдин Казикумухский отмечает, что он принес искреннее раскаяние и вступил под духовное наставничество шейхов Кутба тариката Гауса творений нашего господина шейха Мухаммада Али-Раги, да светит Аллах его душу, благословенную ночь. И это первая ночь благодатного месяца Аллаха, Великого Рамадана 1241 года по мусульманскому летоисчислению. То есть данная дата соответствует 8 апреля 1826 года по григорианскому календарю. Шейх также дополняет, что это случилось в доме Мухаммада Али-Раги в Кюринском округе во время правления Аслан-хана. То есть, когда вступил на путь познания Всевышнего,
Джамалдину Казикумовскому было, получается, около 38 лет. Вступив на путь познания Творца, Джамалдин вернулся в Казикумох и в течение нескольких дней не выходил на людей, скрывался от хана. Хан и народ удивились этому, и вот Хабибуллах Карахский пишет, что шейх стал придерживаться уединения под предлогом того, что его постигла болезнь мочевой системы, и вскоре правителю сообщили, что Джамалдин стал мюридом шейха Мухаммада Иракского. С этого времени Аслан-хан начал враждовать с шейхом. Аслан-хан потребовал его к себе с целью убить, и когда привели шейха Джамалдина, он стоял перед ним, опираясь на палку, и вдруг Аслан-хан побледнел, побеспокоился и вышел из помещения, отправился в другую комнату, подозвал человека и сказал ему: «Отпустите его домой и не причиняйте ему вред». Воистину, когда он предстал передо мной, я увидел, как светились его 10 пальцев, как будто они светильники. Аслан-хан несколько раз хотел убить шейха, однако Всевышний Аллах уберег его от вреда Аслан-хана. Однажды хан позвал к себе известного в Дагестане ученого-богослова Саида Араканского и попросил у него вынести фетву, богословское правовое заключение, которое позволяло бы убить Джамалдина. Однако Саид Араканский, когда ему стало известно о положении, об уровне, статусе шейха Джамалдина, о его поклонении усердном и так далее, сказал Аслан-хану: «Если ты причинишь ему вред, то непременно тебя постигнет злополучие как следствие этого». И хан отказался тогда от задуманного. Шейх Мухаммад Иракский воспитал Джамалдина и довел до высоких степеней совершенства, так что он дошел до степени кутба. В 1826 году Джамалдин Казикумовский получил от него официальное разрешение иджазу, которое позволяло ему уже заниматься духовным наставничеством на Накшбандийском тарикате. Об этом свидетельствует и тот факт, что в указанном году шейх Джамалдин собственноручно переписал свою иджазу, боясь, как он пишет, опасаясь, что она может обветшать или потеряться. Люди со всех концов Дагестана стали посещать шейха Джамалдина, и от него распространилась благодать в тех краях. Однако завистники и сплетники, как обычно это случается, стали замышлять зло и стремились к тому, чтобы испортить отношения между ним и ханом. После того, как шейх Али-Раги перешел в мир иной, шейх Джамалдин стал ценнейшим звеном цепочки наставников, занял его место наставничества и был принят людьми во всех городах и селах. И несметное количество людей со всего Дагестана стали стекаться к нему в поисках духовного воспитания и получения знаний. Он довел до совершенства и передал иджазу многим. Через шейха Казикумовского в тарикат вступили и имамы Гази Мухаммад и Шамиль, как об этом пишет сын шейха Абдурахман. Дочь Джамалдина Захидат стала женой имама Шамиля. Имам Шамиль часто обращался к своему наставнику Джамалдину за советом по вопросам государственного управления, международных отношений, по мусульманскому праву. Знания, ум, мудрость и опыт Джамалдина помогали имаму Шамилю руководить государственным образованием имамата. Шейх Джамалдин обладал многими достоинствами, был наделен способностью творить чудеса, караматы. Расскажем о нескольких таких случаях, о которых поведал сын шейха Абдурахман. Сын пишет, что слышал, как его отец рассказывал о случае с имамом Гази Мухаммадом. Первый раз Гази Мухаммад посетил Джамалдина вместе со своим спутником, и прежде чем войти к нему, он сказал товарищу: «Войди к нему в комнату раньше меня и сядь рядом с ним. Я же сяду рядом с тобой. Я испытаю его, знает ли он тайное, как я слышал об этом, или же нет». Спутник Гази Мухаммада вошел первым, поприветствовал шейха и сел рядом с ним. Затем зашел Гази Мухаммад и сел рядом со своим спутником. Однако шейх,
как только увидел Гази Мухаммада, сказал ему: «Добро пожаловать, о Гази Мухаммад». Шейх взял его за руку и посадил рядом с собой, говоря: «Твое место не там, рядом со своим спутником, а здесь, рядом со мной». Шейх до этого ни разу не видел Гази Мухаммада. Гази Мухаммад, конечно, удивился прозорливости шейха и спросил у него: «Откуда же тебе известно о том, что я Гази Мухаммад?» Шейх улыбнулся и сказал: «Разве в наших книгах не сказано: бойтесь прозорливости правоверного, воистину он смотрит посредством света нура Всевышнего Аллаха. Разве ты сомневаешься в том, что я правоверный?» Гази Мухаммад ничего в ответ не сказал, признал способности шейха к познанию сокровенного, и после этого он вступил под его духовную опеку. Абдурахман также пишет, что Аслан-хан как-то сказал шейху: «Люди говорят, что ты достиг степени святости, степени праведника и обладаешь способностью творить чудеса праведников. Если это правда, то покажи мне какой-нибудь из своих чудес, чтобы я тоже поверил в это». Однако шейх сказал: «Я не святой, я раб Божий, оставь меня в покое». Но Аслан-хан стал настаивать на своем: «Если ты не покажешь какой-либо из своих чудес, то я непременно убью тебя». Понимая, что Аслан-хан не оставит его в покое, шейх подозвал одного из своих приближенных, отправился вместе с ним на дорогу в Казикумухе, на одну дорогу. Шейх начертил прямо на дороге четырехугольник и сказал, что в этом месте лежит женщина по имени Райханат, которая давным-давно пала мученицей за веру Всевышнего. И добавил, что она лежит в своей могиле свежая, не истлевшая. Посланец хана стал смеяться: как же это возможно, чтобы здесь посредине дороги, где ходят животные, где навоз, чтобы лежала женщина? И если это окажется неправдой, хан непременно убьет тебя. Тут подошел один из мюридов шейха с быком и сказал, что если это окажется правдой, я зарежу этого быка в качестве пожертвования за душу этой женщины по имени Райханат. И шейх заранее указал на глубину, сколько необходимо копать. Когда выкопали столько, сколько он говорил, действительно обнаружили там труп женщины. Труп был свежий, как будто он был захоронен именно в этот день. Даже волосы не выпали с трупа. Тогда посланец побледнел, а мюрид принес жертву быка и раздал в качестве милостыни. Посланец донес эту информацию до Аслан-хана, и Аслан-хан после этого оставил в покое шейха и признал караматы, которыми наделил Всевышний Аллах шейха. Могила этой женщины в течение определенного времени посещалась людьми, а впоследствии они оставили это. После этого случая весть о шейхе распространилась еще больше, и со всего Дагестана люди начали приходить к нему даже больше, чем прежде. Так же, как пророки наделены Творцом способностью творить чудеса, муджизаты, так и праведники наделены Всевышним творить чудеса, караматы. И на самом деле такие караматы, они являются подтверждением пророчества пророка, алейхиссалату вассалям, ибо они, ученые, богословы, праведники, они являются наследниками пророков. Помимо этого, шейх Джамалдин имел право на наставничество в накшбандийском тарикате от шейха Ас-Саида Таха Аль-Халиди. Помимо этого, шейх Джамалдин имел право на наставничество в кадирийском тарикате, которого передал ему совершенный шейх Ибрахим Аль-Кадири, как об этом подробно пишет шейх Шуайб Афанди в книге «Табакат». Шейх Джамалдин в 1862 году переселился в османский халифат, прибыл в Стамбул и жил там в течение последних лет своей жизни. Абдурахман пишет, что турецкий султан Абдул-Азиз проявлял к нему уважение и называл его дагестанским шейхом. Перу шейха Джамалдина принадлежат несколько прекрасных произведений по вероучению ислама. Самым популярным из них, конечно, является «Аль-Адаб аль-Мардия фит тарикати Накшбандия», этические нормы накшбандийского тариката, вызывающие довольство Господа. В ней собраны основные этические нормы накшбандийской ветви суфизма, которые необходимо соблюдать последователям этого пути. Кстати говоря, эта книга тоже переведена на русский язык специалистами отдела науки муфтията с необходимыми комментариями и готовится к изданию.
Другим его трудом является «Кифаятуль Авам», достаточно простолюдинам, в котором в краткой и доступной форме разбираются основы мусульманской религии. Книга составлена в форме вопросов и ответов. Третье известное произведение шейха Джамалуддина называется «Аль-Каулу Садид фи Джаваб Рисала Саид ли шейх Аль-Муршид Джамалуддин». Здравое слово шейха, наставника Джамалуддина, в ответ на послание Саида. Оно посвящено описанию тяжких грехов и тоже было издано отделом в переводе на русский язык. Насчет духовных преемников шейха Джамалуддина, после того, как скончался шейх Мухаммад Аль-Араги, как мы говорили, шейх Джамалуддин Казикумовский стал ценным звеном золотой цепи тариката. Шейх Джамалуддин довел до совершенства и высоких духовных степеней множество людей. Самым совершенным его духовным преемником, достигшим наибольших высот в познании Всевышнего, был шейх Мухаммад-Дибир Ар-Рочи, который стал отрешенным от мирского и скрупулезного в соблюдении предписаний религии человеком. Об этом пишет шейх Шуайб Афанди Аль-Багини, который в свое время учился у Мухаммад-Дибира Ар-Рочи. Шейх Шуайб Афанди пишет, что когда делегация из Дагестана отправилась в хадж, в составе этой делегации был и Джафар из Цахура, они по пути прибыли в Стамбул и, услышав о том, что там проживает шейх Джамалуддин, навестили его. Дагестанцы отдали ему привезенное с собой сушеное мясо и другие подарки, и тогда шейх посмотрел на мясо, у него из глаз потекли слезы, и он сказал: когда же Дагестан, то есть выражает свою тоску таким образом по родине. Затем паломники продолжили свой путь и отправились в Мекку для совершения хаджа. Возвращаясь из паломничества, они повторно заехали в Стамбул и уже узнали о том, что шейх Джамалуддин Казикумовский уже покинул бренный мир. И таким образом шейх Джамалуддин Казикумовский, да будет доволен им Аллах, скончался в 1866 году и похоронен в городе Стамбуле, в квартале Ускюдар, на кладбище Караджа Ахмад. Приведем некоторые цитаты из письма шейха Мухаммада Яракского, отправленного шейху Джамалуддину Казикумовскому. Шейх Мухаммад Аль-Яраги пишет: от служителя накшбандийских суфиев Мухаммада Аль-Яраги к его благородному и знатному духовному сыну Джамалуддину Аль-Гумухи. Мир вам, милость Аллаха и его благодать. Далее. После прибытия вашего приветствия с вашим счастливым посланием и знакомства с его желанным, благоприятным содержанием, и после того, как мы почувствовали в этом письме аромат божественного файза, света познания Творца, мы многократно воздали за это хвалу Аллаху, который знает и видит своих рабов. О благородный сын, тебе надлежит ради великого Аллаха прочно держаться за истинную, правильную религию Аллаха при всех обстоятельствах и во все времена, давать наставления всем мусульманам, желая им того, чего желаешь себе, и не желая им того, чего ты не желаешь себе, ибо это прочная, совершенная вера, иман. Также он пишет: проявляя учтивость ко всему народу, а того, кто хочет обучать суфийскому пути совершенствования, и воспитывая простой народ советами и увещеваниями открыто. Верь в свое дело Всевышнему Аллаху, бойся Его сильно и не бойся никого, помимо Него, даже если это кто-то знатный. Всецело надейся на Всевышнего Аллаха и не надейся ни на кого другого, даже если ты обеднеешь. Более подробно с иджазой, полученной шейхом Джамалуддином Казикумовским от шейха Мухаммада Яраги, письмом и его содержанием, завещанием и так далее, можно ознакомиться в книге шейх Мухаммад Яракский «Жизнь и творчество». Да осветит Всевышний Аллах душу шейха Джамалуддина Казикумовского и да будет доволен им, и да наделит Творец нас его благодатью и заступничеством в судный день. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух.